Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Друзья, сначала я прошу вас посмотреть вот это видео. Эту женщину зовут Галина. В доме в моем находится больше 40. В доме. И они спят все со мной. Я расстилаю, все постелю. Знаешь, они залазят. Кто бы видел, как я залазю, вот раздвигаю, чтоб лечь. Но я не могу же без этого, понимаешь? Честно сказать, я, наверное, отмаливаю грехи всего человеческого. Потому что люди убивают их, травят, насилуют. В один прекрасный момент переломный он был, и я поняла, все, которые собаки на улице, они смертники. У нас убивали собак. Но я совершенно не знал. Я покормила собак, завернула за угол, пошла. И я выстрел услышала. Я этот момент никогда не забуду. Я бежала от собак, которые я кормила. Бежит ко мне. Ее в этот момент убивают. И это было вот просто переломный момент. Вот и постепенно я их забирать начала. Ночью собаки лают, я выхожу, а у меня благополучно стоит коробка, холодина такая с щенками. Вот так и все. И что сделаешь? И сама я подбираю, честно говоря. А я носом чую собак. Я могу ехать по дороге, в глуши будет в лесополке бегать щенок, я его чувствую. В доме у меня вот в основном эпилепсики, раковые, старенькие, слепые, глухие, ноги отказали у кого-то. Редчайшей души человек. Но и у нее иссякли силы и возможности, когда слезы и надрыв души не помогают, когда остается смотреть, как они, спасенные ею, будут умирать от голода. Это все, что остается. Ситуация патовая. Слишком много спасенышей. Аж несколько сотен. Отчаяние Галины понятно. Мимо погибающего хвостика пройти невозможно. И накормить такое количество также невозможно. Такая беда у нас по всей стране. Живодеры беснуются, травят, стреляют. А единицы рвутся, спасают и рыдают от того, что не могут прокормить их потом. Первую партию из 15 малышей мы вам показывали. А вот вчера приехала вторая партия. Ехал до места назначения. Хозяйка! Смотри, сколько собак. Я желаю! За 1500 километров. И это 47 собачек. Маленьких, замечательных, домашних, ручных, ласковых собачек. Такого количества у нас еще за раз не было. В итоге было забрано из голодающего приюта 62 хвостика. Друзья, Наташа – это передержка номер 1. Именно она не смогла пройти мимо этих малышей и откликнулась на эту беду. За первой партией в 15 хвостиков она следом взяла еще 40 с лишним малышей. Жить, питаться
они будут за счет оплаты якутских моих кураторских хвостиков. То есть без оплаты передержек за якутских кураторских собак останутся голодными и эти малыши. Нельзя не оплачивать передержки. Друзья, помогайте. Нам не выжить без вас, им не выжить без вас, без вашей помощи и поддержки. Нам нужна ваша помощь. Чтобы хоть немного облегчить жизнь и Галине, и ее бедолагам, представьте хоть на минуту, каково это, когда нечем кормить. Собака преданно смотрит в глаза, и ты знаешь, что она ела позавчера, а дать больше нечего. В общем, у нас большое пополнение, и выход один, друзья. Мы объявляем День стольника на корм. Предыдущий день стольника был не совсем удачный, были и другие расходы. Надеюсь, в этот раз мы сможем закупить большую партию и накормить всех, и якутят, и южан. Они также все худенькие, и они очень хотят кушать. Наш водитель Роман сумел загрузить 47 маленьких собачек. Гнал без остановок. Выгулить такое количество одному было нереально. Главное было быстрее их довести. 1500 километров. Без сна. Не до комфорта было. В следующих роликах мы покажем всех малышей. Есть инвалиды, есть трехлапики, 3, и есть слепые, их 2. Будем пиарить, будем искать всем семьи. Мелкие собачули пристраиваются легче, чем крупные наши якутята. С маленькой собачкой и бабушка справиться на прогулке может. И едят они не так много. Зато как скрашивают одиночество, когда рядом сопит живое существо. Друзья, День стольника и вся надежда на ваши добрые сердца. Не всегда и не всех я могу спасти, друзья. И каждый раз говорю, это все, последнее, хватит. Итак, очередной последний. Позвонила знакомая из Абхазии. Ну, очень навязчивым оказался у них щенок под воротами. Они его за дверь, а он подкапывает забор и снова у них. И так несколько раз. Отнести подальше, а там поля, лес и шакалы воют. Порвут сразу, но девать некуда. Арендованное временное жилье и 4-месячный грудной ребенок у нее на руках. В отчаянии она позвонила мне же некуда, но понимала, что от моего решения зависит жизнь этого существа, жить ему или нет. В очередной раз приняла решение жить. Ну а дальше была прививка. Плюс одновременно почему-то бравекта, гремучая несовместимость. А далее плохое состояние щенка, стационар и почти что смерть. Это если коротко. А вообще за всем этим стоят мои нервы и много переговоров и звонков с той стороной и врачами тоже в Абхазии. На удивление, но щенка откачали, привели в чувство, и он ожил. Но суждено, значит, выжить. Ну и неужели на улицу после всех этих мук и испытаний, нервов, всего потраченного времени? А из клиники местной попросили забрать срочно. Щенок ожил, лечение закончили. В общем, если жить ему, то отправлять срочно поездом в Москву. Нашла человека в Москве, а она нашла знакомую в Адлере. Олеся и Ирина, спасибо вам за оперативность. Быстро отправили. Спасибо Марине, что отозвалась встретить здесь, в Москве. Встретили, корм, пеленки купили.
Только вот передержать дней 20 негде. Может, кто-нибудь из наших подписчиков откликнется, возьмет временно на передержку. Временно, друзья. Потом я у вас его заберу. Пожалуйста, отзовитесь. Щенок выжил вопреки всему. Он очень худой, очень слаб. Мы просто обязаны помочь ребенку стать здоровым и счастливым. Давайте дадим ему имя и очень ждем финкураторов. Ему нужна поддержка, его надо откармливать, его надо восстанавливать. Пожалуйста, откликнитесь на него. Благодарим всех милосердных, кто, несмотря ни на что, помогают дарить жизнь.